Вот. А на связи у нас еще один патриот нашей страны, находящийся в самом пекле адовом, в городе Мордоре. Вот. Это Роман Цымбалюк. Привет, Ром. Привет, Айдар. Рома всегда заметили, выходит в эфир вот с этим прекрасным рисуночком, с двумя флагами и гербом Украины. Это его такой в жизни, скажем так, жизненное кредо. Вот. Поэтому мы с удовольствием всегда включаем его в наши эфиры. Тем более, что я считаю, что всем нам нужно знать, как нас видят, как мы смотримся со стороны и как им нас видит враг. Да? Вот, давай про телеканал ТР, конечно, с этого начнем, но и шире возьмем. С этими предложениями по торговле водой, по вот этой всей, что воспринимается вот лично мной как некая система разложения ценностей общественных постепенно. Вот как это видишь ты и как на это реагирует враг? Давай начнем сначала. Начнем с рисунка. Во-первых, этот рисунок подарила дочка моего друга, крымского татарина. И этот рисунок много лет является, по сути, моим каким-то даже талисманом в городе Москве. Это первое. Второе, что касается АТР. Я напомню, что когда-то у меня была такая майка «Укроп», и когда АТР был вынужден эвакуироваться с оккупированного Крыма, то тоже были, понятно, проблемы с финансированием, то мы ее тогда продали на аукционе и выручили за это $603. Я хотел бы, наверное, была бы еще одна, я бы эту акцию повторил, но, как говорится, мы людей обманывать не будем. Эта толстовка, она только в одном единственном экземпляре может быть. Теперь, что касается сути твоего вопроса. Мне кажется, при всем уважении к нашему руководству, но настолько часто руководители Украины говорят слово «мир», мы идем к миру, мы хотим мира, мы хотим его получить, что уже, по сути, никто не может четко артикулировать с уст людей, которые занимают большие должности, что они под этим подразумевают. Вот для меня, например, мир — это восстановление территориальной целостности Украины. Если договариваться посередине, в принципе, идея на самом-то деле неплоха, если мы середину определяем на государственной границе Украины. И, естественно, никаких границ на административной границе с Крымом. Это, по-моему, очевидно. И что меня больше всего удивляет и пугает, и разочаровывает, что вот эта вот позиция умиротворения агрессора, если они, вот у нас мне иногда кажется, что они пытаются таким образом сказать, что мы действительно готовы, мы готовы помириться. Что вы хотите? Вода в Крым мы готовы рассмотреть. Что вы хотите? Чтобы не было вещания на оккупированный Крым, тоже мы готовы это рассмотреть. И по Донбассу ситуация аналогична. И вот это является самой большой непростительной ошибкой, потому что психология российского государства такова, что они здесь ни при каких обстоятельствах... слышно меня? Да, отлично, и слышно, и видно. Продолжай, я тебя перебивать не буду. Да. Говори все, что хочешь, у тебя 8 минут. Прекрасно. Так вот, это же российский менталитет. Они те, кто начинает про них прогибаться, сюсюкать и просить, они просто начинают пинать ногами. И самое обидное, что такую категорию людей и политиков они здесь просто презирают. И, естественно, ни на какие ответные шаги рассчитывать просто не имеет смысла. И когда мы, получается, 9 месяцев слышим одно и то же, то это просто удивительно. И хотелось бы сказать Владимиру Александровичу в контексте и АТР в том числе. Вы хоть и говорите, мы хотим миру, и мы к нему идем, но добавьте еще хотя бы фразу о том, что в случае чего мы будем свою страну защищать всеми возможными средствами. А одно из средств защиты — это, конечно, информация. Потому что 2014 год, он не просто так произошел, потому что все махнули рукой, никто не занимался информационной безопасностью, и часть людей были одурманены российской пропагандой и остаются ей одурманенной. И это, по сути, ключевой момент. И самое главное, вот сейчас закроют они АТР,
хочется спросить, ребят, но вы нам обещали информационную войну против России. Это было предвыборное обещание Зеленского. А что взамен? Вы что-то предлагаете? Закрыть всегда проще. Потому что, что получается? Минус АТР, плюс спутниковое кодирование украинских телеканалов, плюс ЮА-ТВ для иностранной аудитории тоже закрывается. И все это в сумме получается, что как минимум 3 инструмента, которые у нас были, они прекращают работать, а взамен что? Какой-то канал, который будет показывать 95-й квартал на оккупированный Донбасс? Причем вопрос о том, как он туда будет доносить сигнал, остается открытым. Насколько мне известно, никто так и не объяснил, как они это технически будут делать. Поэтому вопросов очень много. И когда вот насчет вот этого пренебрежения со стороны российских чиновников, вот Арахамия предложил воду включить. Было такие, правильно? И здесь это настолько воспринято было, что, мол, ну, если у вас есть предложение коммерческое, приходите, мы его рассмотрим. А по поводу обмена сказали, договаривайтесь с боевиками. И это просто настолько очевидно, что вот эти вот предложения вот на тему «давайте все-таки помиримся», я увидел в глазах Путина, что он хочет прекратить войну, как сказал недавно Владимир Александрович Зеленский, то это говорит о том, что просто руководство страны неадекватно воспринимает ситуацию с вопросами безопасности. И мне кажется, обязанность любого журналиста и гражданина об этом говорить. Потому что, я не знаю, на основании чего они принимают такие решения, но они очень странные. И если ты экономишь на АТР, это, по сути, тут аналогичная ситуация, что экономить на украинской армии. Нас до 2014 года сильно экономили, получили последствия, с которыми мы не можем справиться и не сможем справиться в обозримом будущем. Усугублять эту ситуацию просто непонятно и преступно. И знаешь, вот нашим друзьям, которые сейчас руководят Украиной, хочется сказать, может быть, какие-то вещи мы не можем изменить, в части деоккупировать Крым, деоккупировать Донбасс. Но только от нас зависит, как мы будем к этому относиться. И если мы скажем, что ну ладно, мы договорились уже посередине, то наши противники, они просто повторят свои аппетиты, с которыми они публично выступают. Как Владимир Александрович что нам сказал? Что он увидел желание у Путина в глазах прекратить войну. Это было 9 декабря, у них была единственная встреча. А 19 декабря прошлого года Владимир Владимирович, так сказать, в подтверждение этого сообщил, что на Донбасс поставляют танки и артиллерию страны, которые симпатизируют оккупационным администрациям. Как ты думаешь, кто это может быть? И правильно ли наш президент рассмотрел желания и мысли российского президента? Мне кажется, тут надо что-то делать и каким-то образом ему подсказывать, потому что страна-то у нас, Украина, одна на всех, и другой у нас не будет. Скажи мне, пожалуйста, вот ты наблюдаешь за всем этим со стороны. Ты, я убежден, лучший аналитик, касаемый современной России для Украины. Между тем, я не вижу, чтобы у тебя часто брали интервью, спрашивали вообще, как все происходит, как это видится, да? У тебя были какие-то беседы хотя бы там с представителями действующей власти, законодателями, я не знаю, там, сотрудниками офиса президента, с кем-то? Кто-то интересовался мнением тебя, единственного журналиста, работающего постоянно на протяжении всей войны прямо в тылу врага? Ну вот непосредственно в таком вот ключе, как консультация в таком закрытом формате, такого не было. Хотя вот в конце прошлого года я выступал даже в нашей Верховной Раде на слушаниях по безопасности журналистов. Вот. Но я свое мнение высказываю публично и максимально открыто в расчете на то, что все-таки люди, которые принимают решения, они, знаешь, я не хочу сказать, что я там знаю чего-то больше или меньше, но просто мое убеждение, которое я слышу на улицах, например, Москвы, что они вроде бы, вот знаешь, думают, что
тут кто-то устал от войны, там, или еще что-то, или тут санкции на них каким-то образом влияют, или еще какие-то проблемы. Это настолько, как бы, понимаешь, ну, непонимание российских реалий. И по сути, слушай, Россия готова воевать. Если будет соответствующая команда, то они включат и этот механизм. Просто сейчас такое впечатление, они смотрят, что у нас там в стране бардак, вроде мы как и сами прогибаемся, нет смысла это все использовать, но обычно успех достигается комбинированными методами. И 2014 год, мне кажется, нас должен научить хоть чему-то, потому что если мы не сделаем выводы, то наша катастрофа, собственная катастрофа, она просто повторится. И знаешь, вот люди думают, некоторые, что вот, да какая разница, там какой флаг, какой язык, там и так далее, и так далее. Но, слушай, вот люди, с которыми я общаюсь с Донецка, вот там же бандеровцев не осталось. И вроде бы как украинцев не осталось. Но почему подвалы-то донецкие полные? Постоянно кого-то ловят на улицах, садят в тюрьму. Они, может быть, даже и не украиноязычные там все эти люди, но кто-то вообще вот думает, что чем грозит продолжение российской экспансии в Украине. И меня, конечно, это безумно пугает, и я все-таки надеюсь, что вот это маленькими шагами к победе, ну и одним из этих маленьких шагов, при всем уважении к АТР, будет возобновление и финансирования АТР, ну и, собственно говоря, всей начала информационной войны, как нам обещал Владимир Александрович Зеленский. Мы это все ждем.